Здравствуйте, я ученик 9 Б класса Постёкинской среднеобразовательной школы Нурлан Данияр. И сегодня я хотел с вами поговорить о IT-профессии. Сейчас мы дадим слово нашей учительнице по информатике Сабагали Баян. Прежде всего, IT-специалист должен знать английский язык в сфере информационных технологий и предмет математику. Список полезных качеств, хорошую память, умение находить логическую взаимосвязь, учиться придется всю жизнь. Преимущества: хорошая зарплата, востребованность на рынке труда, работа удаленно. В общем, в США профессия айтишника стала набирать популярность еще в 80-х годах прошлого века. В России первые айтишники стали появляться после перестройки. При этом они сразу начали набирать обороты на Западе. Каждая уважающая себя компания стремилась получить айтишника из России. Сейчас аналитики признают, что сфера информационных технологий является самой перспективной и быстро развивающейся отраслью. Каждый год в ней появляются новые направления и тренды, требующие привлечения новых специалистов. 9 популярных IT-специалистов, которыми вы, возможно, захотите: администратор, веб-мастер, веб-программист, администратор без данных, разработчик видеоигр, тестировщик, специалист по юзабилити, аналитик программного обеспечения, архитектор программного обеспечения и SEO-специалист. В общем, я выбрал профессию веб-мастера и веб-программиста, но также меня интересуют профессии разработчика видеоигр и тестировщика. Профессия веб-мастера и веб-программиста состоит в том, что эти ребята занимаются разработкой и поддержанием работы сайта. То есть, если организация или частное лицо хочет иметь собственный сайт, необходим именно веб-мастер. Для широкого функционала сайта заказчикам может потребоваться целая команда разработчиков, но с небольшими кейсами можно справиться и в одиночку. Обязанность IT-специалиста состоит в том, что он должен разработать структуру и логику сайта. Для этого в некоторых случаях ему может потребоваться знание языков программирования и графических редакторов. Поддерживать работу уже существующих сайтов нужно во всех крупных организациях. При этом написание сайта с нуля под ключ – это, как правило, проектная работа. На поддержание действующего сайта в офисе вам в среднем платят 200 тысяч тенге. При этом за создание одного нового портала вы можете заработать до 120 тысяч. Но главной проблемой остается поиск заказчика. Тестировщик. Специалист-тестировщик занимается тестированием компонента или системы. В его обязанности этого IT-специалиста входит поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании продукта или программы. Тестировщик создает модели различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе использования предмета тестирования. Чтобы разработчики смогли исправить обнаруженные ошибки, он сам придумывает сценарий тестирования и сам его осуществляет. Разработчик видеоигр – это IT-специалист, который разрабатывает программное обеспечение для видеоигр. Разработчик игр может работать самостоятельно и взять на себя все задания, а может трудиться и в большой специализированной компании с разделением обязанностей между сотрудниками. Разработчик видеоигр должен уметь немало, особенно если он сам занимается и созданием программного кода игры, и его визуализацией, и дизайном. Ему постоянно нужно освежать знания, поскольку игровая индустрия не стоит на месте. IT-сфера очень быстро развивается, многие вузы стараются ввести программы по подготовке IT-специалистов. Выбирайте профессию, какой вам нравится, и грызите гранит